Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто сегодня целый день думал о вас? Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Как мило. Так, очень много о вас думал и думает сейчас человек, который вам нравится, который вам не безразличен. Знаете, такое впечатление, что у вас вот сердца и души друг к другу тянутся, но при этом ни он, ни вы никаких шагов не делаете. Вот как будто бы это невозможно не думать друг о друге. Очень сильная эмпатическая связь. Видите, вот они, ваши сердца друг к другу тянутся. При этом вы стоите друг от друга на расстоянии. Очень похоже на взаимную симпатию, взаимную влюбленность и на отношения на расстоянии. Когда один человек в одном городе живет, другой в другом городе живет. Вы о друг друге постоянно думаете, вспоминаете. Мужчина, особенно сегодня, в каком-то особом таком расположении духа, когда ему особо вас не хватает. То есть он идет на улицу и видит, что там люди парами ходят, целуются, с детками ходят, вместе там на машине ездят. И он такой: а я один, где же моя любимка? Почему она от меня так далеко? Почему мы не вместе? Если мужчина ваш там на работе сидел, то он, скорее всего, какие-то просматривал, может быть, соцсети, может быть, какой-то фильм смотрел, либо еще что-то смотрел, там, где вот люди именно там целуются в романтическом настроении, обнимаются. У него прям такая ностальгия идет. И вот это желание, чтобы вы были рядом, чтобы вы прям проводили время очень качественно. Тут даже не интимная подоплека, а больше вот именно сердце требует, чтобы вы были рядом и чтобы ощущать вашу энергетику, чтобы растворяться в вас. Вы тоже о нем сегодня вспоминали, у кого-то даже отыграется, что вы друг другу во сне снились. Возможно, вы даже как-то переписывались сегодня, либо по телефону говорили. У кого-то еще может отыграться, что вы мужчину немножко в чем-то подозревали, либо думали, что он там у вас где-то погуливает, либо еще что-то делает, но это все не так. Ему, кроме вас, никто не нужен. Мои хорошие, если у вас взаимная симпатия, но при этом у вас нет отношений, поверьте, скоро все будет, скоро все случится. Если вы живете друг от друга далеко, и у вас роман, например, в интернете, либо на расстоянии роман, то ваше будущее, оно все-таки быть вместе, попробовать пить из этой чаши любви, насладиться этой чашей любви. Он много думает о вас. Больше какие-то, мечты, прикоснуться, заглянуть в глаза, услышать ваш голос, ощутить ваш запах, такого хочется, тактильного еще очень хочется. Мужчина, который, буквально, на пороге какого-то судьбоносного решения. Возможно, то, что вы сейчас не вместе, либо у вас нет общения как такового, либо еще не началось общение, это как раз-таки ситуация, которая подталкивает мужчину к тому, чтобы действовать в вашу сторону. Если вы друг другу симпатизируете, но еще близко не общаетесь, то мужчина вас побаивается, он в себе не уверен, ему кажется, что он такой простой, неинтересный, пресный, а вы женщина красивая, яркая, что вы, возможно, его не захотите. Хотя, с другой стороны, уже такие мысли, что надо пробовать, и будь что будет, да что ж такое, я не могу без нее, она мне нужна, поэтому надо пробовать. Если на расстоянии, то мужчина задумывается в каком-то моменте, чтобы либо к вам переехать, либо вас к себе перевести. Такое важное решение принимает. Так, еще, мои хорошие, о вас какая-то женщина очень много говорила и думала.
женщина говорила с кем-то, не с одним, а с разными людьми, говорила по поводу вас, по поводу вашей ситуации, по поводу ваших проблем. Эта женщина очень хорошо к вам относится, не знаю, подруга, родственница, либо просто какая-то порядочная, ответственная женщина. Близко к сердцу приняла ваши проблемы, либо ей очень хочется помочь вам в жизни. И вот она с разными людьми говорила, обсуждала, просила советов, да, может быть, рекомендации там какие-то, что делать, как поступить, как решить вопрос, как добиться желаемого. Надо сказать, что вам с этой женщиной очень сильно повезло. И эта женщина, она такая, знаете, вот пробивная, да, вот есть такое понятие пробивной человек. И вот мне идет, что она решила вам помочь, и она вам поможет. Вот сколько бы ей это ни стоило, чего бы это ни стоило, она вам поможет. Она, понимаете, к любому ключик найдет, к любому подход найдет. Она разных людей знает. Даже если не знает, то ей очень легко познакомиться, ей очень легко с кем-то вот сойтись, поговорить. Она вот как-то умеет это делать. Такая, знаете, ну крутая, действительно крутая. И вот я вам так скажу, может быть, не в самое ближайшее время, но благодаря этой женщине что-то для вас хорошее случится, да, благополучное. Она решит ваш вопрос, она для вас что-то добьется, она там, не знаю, вас своей протекцией продвинет, да, ну, опять же, вы разные. У кого-то проблема, у кого-то задача, у кого-то еще что-то. Женщина просто идеальная, крутая, и с ней надо дружить. И тут и выгодно, и действительно честный человек, добрый, честный, открытый человек. Также, мои хорошие, по поводу этой женщины могу сказать следующее. Вам с этой женщиной нужно быть честной, да, до конца честной, потому что она больше всего в жизни ценит именно честность. А если она поймет, что вы там ей не договариваете, либо там, где-то привираете, то она может от вас отвернуться. А такого человечка лучше не терять. Она классная, и вам с ней действительно очень сильно повезло. Дальше. О вас сегодня мужчина с женщиной говорили, и оба думали, но думали по-разному. Эти мужчина и женщина, они вместе. Они либо мать и сын, либо они, муж и жена, да, либо сожители у кого-то отыграются. Женщина очень сильно ревновала, а мужчина очень сильно сожалел. Вот у него прям, знаете, от сожаления чуть ли не на глазах слезы накатились. Вот, может быть, он что-то этой женщине сказал, что вот из-за тебя, да, у меня жизнь не сложилась, я не с вами, да, что вот расстался он с вами по научению этой женщины, либо по ее желанию. И эта женщина, знаете, вот с такой прям горечью, она такая, да как так, почему он ее забыть не может, да как так, почему вот такая боль, да, вроде как бы этот мужчина со мной, но я не чувствую, что он мой, да, вот она, наверное, ощущает, что он мыслями с вами, что он очень жалеет, что он не выбрал вас, либо с вами не остался, скорее всего, какой-то ваш бывший. Вот, и они там и поссориться успели, и разругались очень сильно. И вот он думает о вас с теплотой, с сожалением, с горечью, а она думает о вас с обидой, да, потому что да кто вы такая, да как вы смогли так его охомутать, почему вы прям проросли у него в сердце, и почему она не может никак от вас избавиться. Вроде вы уже не рядом, не вместе, а все равно ваше незримое присутствие все время здесь находится. Рядом с ней в жизни этих мужчин и женщины. Либо соперница ваша, да, которая не рада тому, что мужчина с ней, потому что не так получилось, как она хотела. Либо это как свекровь, наверное, либо бывшая свекровь, либо несостоявшаяся свекровь, которая вот всецело хочет, чтобы сыночка-корзиночка ей принадлежал, а этого не получается, это не выходит. Да, еще ее теперь обвиняют, проклинают за то, что она жизнь разрушила. В общем, у разбитого корыта. Вот. И мужчина, и женщина у разбитого корыта. Но они сами творцы своей судьбы, да, сами виноваты. И, возможно, им еще и прилетает, да, за то, что вас обидели. Так, еще о вас думал какой-то специалист. Может быть, это доктор, может быть, это там сотрудник банка, может быть, это какой-то там бухгалтер, который начислял вам зарплату. Человек думал следующее, что надо бы у вас что-то уточнить, что есть что-то, что было упущено, да? Может, какая-то ошибка была, может быть, какие-то документы надо с вас спросить, чтобы вы донесли, может быть, какое-то есть спецпредложение, может быть,
ну, если это доктор, там, не знаю, анализы ваши готовы, и надо с вами как-то связаться, чтобы вы пришли и узнали результаты своих анализов. Да, вот какой-то специалист мне идет. Кто бы это ни был, мне идет, что это фигура, ну, этот человек, да, назовем так, это может быть и мужчина, и женщина, что этот человек к вам относится с большой симпатией. То есть вы ему нравитесь либо как женщина, либо нравитесь как, ну, человек, да. Если это другая женщина, то вы нравитесь как человек. То есть к вам есть симпатия. Так, еще о вас сегодня думал кто-то из родной крови. Вот родная кровь, да, это могут быть дети, это могут быть родители, братья, сестры, бабушки, дедушки. Вы все разные. Тот, у кого кровь родная, думал о вас и думал с тревогой. Да, человек переживает за вас. Может быть, вы там давно не общались, может быть, вы где-то задерживались, может быть, ну, там, не знаю, человек думает, что вы не все рассказываете. Да? Вот родная кровь за вас очень сильно переживает. И эта тревога, она как бы, вот знаете, как лава разливается по венам. Почему-то либо человек паническими атаками страдает, либо такая психика нестабильная, либо действительно между вами что-то такое вот нездоровое происходит, да, что нужно максимально быстро ликвидировать. Переживают, за вас переживают. Вот, это то, что вы должны знать. Так, еще две женщины. Две женщины. Вы знаете, вот как-то странно показывают две женщины, да? Эти две женщины, они за вами следят. И сегодня был какой-то момент, что эти две женщины были свидетелями каких-то ваших действий. Может быть, они видели, как вы там, не знаю, скупились в магазине, сумки несли домой. Может быть, они там на работе за вами подсмотрели. Может, еще где-то, да? Вот две женщины. Но они относятся к вам совершенно по-разному. Одна женщина вами восхищается и берет во всем с вас пример. Такая, знаете, прям, ох, ах, какая она классная, я хочу быть как она, хочу научиться быть как она. А вторая женщина, она очень сильно вам завидует. Да? И она такая, опять сумки потащила, да? Где ты деньги берешь? Либо, на работе ты там выслуживаешься, подлизываешься, там строишь из себя, да. Вот две женщины по-разному к вам относятся. Вот. И эти две женщины, они где-то вот вместе были в этот момент, вместе, да. Возможно, они даже пару слов перекинулись. Одна типа такая, она классная, она крутая, а другая наоборот, нет, она плохая, она там нечестная. Но они не поругались, они каждая при своем мнении остались. Но вот мне идет, что был такой момент. Так, еще мужчину показывают. Мужчина, который вас взглядом провожал. Может быть, там где-то на работе, может, вы где-то вышли, там, не знаю, мусор выносили, да, а он там с балкона выглядывал, либо в машине сидел, наблюдал. Он вас провожал взглядом. И этот мужчина, он, буквально в этот момент кучу комплиментов вам сделал, да, как вы выглядите, как вы держитесь, какая у вас осанка, какая вы вся из себя, да, вот прям поедал вас этим взглядом, и провожал, и поедал. Не знаю, если у вас щечки горели, это он о вас думал, и у него мысли были такие, знаете, пикантные, там 1000 комплиментов, немножко такого развратного характера, но тем не менее, прям впечатлился вами. Впечатлился, и вы ему прям запомнились. А может быть, он вас периодически взглядом провожает, да, может, это ваш сосед, например, либо коллега на работе. Любуется. Он вами любуется. Я так понимаю, что мужчина там крайне не свободен, и понятно, что он не будет никак проявляться, но тем не менее глаза никто ему не закроет, да? Никто не отберет у него это право вас поедать глазами и вас сопровождать глазами. Возможно, вы даже понимаете, о ком я говорю. Возможно, он уже так смотрел на вас неоднозначно, и вы отмахнулись, либо даже замечание ему сделали. Девочки, он вами любуется, вы его муза, понимаете? Он на вас посмотрит, у него там дома с женой все хорошо в интимном плане. Либо он на вас посмотрит и там пойдет какой-то подвиг совершит, там, поработает, например. Да, вы для него муза. Не исключено, что мужчина даже специально вас поджидал у окна, там, либо в машине сидел, либо где-то там сидел, поджидал, когда вы пройдете, чтобы вами полюбоваться. Так, еще кто о вас сегодня думал? Очень похоже
очень похожа на человека, который очень далеко от вас находится, прям сильно далеко. Это может быть и мужчина, и женщина. Этот человек ностальгировал по тем временам, когда вы были вместе, либо когда вы были рядом. Может быть, вы когда-то вместе сотрудничали, может быть, вы вместе дружили, может, вы там один проект вели, может быть, еще что-то между вами было. Человек ностальгировал, и он даже не столько о вас думал, сколько ностальгировал о том времени, которое было в прошлом. Да, и человек такой: хорошие деньги были, да, хорошие годы были. Вот такой момент. А вы как бы в общем плане шли воспоминаний. Вы знаете, мне кажется, что этот человек как-то с вами свяжется. Пусть даже и не сегодня, но человек выйдет с вами на связь, как-то вот к вам, ну не то чтобы проявится, вот как мне идет больше там напишет, наверное, да, может в соцсетях вам напишет, либо в мессенджере напишет, типа: привет, как дела, чем занимаешься, да, вот какие-то такие вещи. Хочется человеку вернуться в прошлое, потому что реальность сегодняшнего дня очень тяжелая, безрадостная, а в прошлом было все классно, все было хорошо. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.